Приветствую. Добрый вечер. Добрый вечер, я диспетчер. В туалете сидишь, братан? Срешь? Да. Видел, какой большой туалет? Давай, удачи тебе Ты тоже, в да, этом сидишь? Ты процессе. тоже в туалете сидишь, Сереж? Нет, это не туалет. В туалете же вот таких окон не бывает же. Да? Да. А вот как у тебя кафель на заднем плане бывает. Кафель? Да. Офигенный кафель, да? Видел, какой кафель зеркальный там еще отражается? А, это шкаф, я понял, да. Столько зеркальный кафель, что аж все отражается. Ну слушай, ты не обижайся, я тебе откровенный вопрос задал, ты в туалете сидишь, ты сказал да. А че это меняет? Меняет, если срешь, тогда до свидания. А если, если просто сидишь, то нормально. Нет, сижу просто. Слышь, стул? Слышь, стул? Унитаз так не скрипел. Да, менять надо стол. Что делаешь? Ладно, қазақсың ба? Да. Хорошо. Студент, да? М? Студент. Почему студент? Нет. Я что, похож на студента? Сколько дашь? Сколько Два- дашь? 20. Спасибо, Рахмет. Рахмет. Чё, каких 20 ты видел? 35. Окей. Немножко ошибся. Что 20. делаешь? Откуда сам? Где живу или родом? Где живешь? Откуда родом? Живу в Астане, родом с Шымкента. Мгм. Родился в Караганде. Мгм. Ты? Я с Омска. Ну, А, то есть родил ты, Исилькуль. Исилькуль родился. я понял, то есть ты этот российский казах, получается. Да, да, да. Окей. Этот Чимкент это юг же, да? Да, это юг. Там чисто по-казахски говорят, да? Там тап-таза қазақша сөйлей береді бәрі адамдар. Чисто по-казахски говорят, да. Сен ше? Мен ше қазақша сөйлей беремін. А дети у тебя Ну, есть? да. Сколько? Сколько лет? 7 лет дочка. В школу пошла вот сейчас? 2 класс. Да. На казахском учится, да? А, нет, на русском, но как бы уже задумываюсь. А как ты... Я, У вас я там что, ходит, русские школы смотри, есть, что ли? смотри, я понимаю, к чему ты ведешь. Я русскоязычный, и супруга русскоязычная. Хотя мы по-казахски, ну, супруга хуже, но я по-казахски говорю, Мгм. но мы русскоязычные. А супруга откуда? Оренбурга. А, с Оренбурга. Ну, это там Илецк, знаешь? Да, да, знаю. Это бывший, не то что бывший, так и есть казахский город, Мгм. который отстегнули в пользу России. Мгм. У вас там это русских школ уже мало должно быть в Астане. Как дочка попала? Ну, как мало. Много, очень много. Много?
Конечно. Больше 50% классов русских. Да? Да. Ну, это поэтапно, по годам чуть-чуть смещается акцент, но пока больше русских школ. Вернее, русских классов, я тебе так скажу. То есть в любой школе есть русские и казахские классы. А у тебя эта дочка русский класс или русская школа? Ну, я же тебе сказал, любая школа есть русские классы и казахские классы. А, в любой школе есть? Да. Во всех? Понятно. Я там вашего этого Тукаева слушал, Мгм. и он говорил, что типа в школах будет два языка, двуязычие, русский и казахский. Это что значит? Что типа будет э, обучение будет или просто вот так же будет? Типа в школе будет и русские классы, и казахские классы. Ну да, Как сейчас, да? как То есть, сейчас. зачем он про это говорил тогда в послании? Я не знаю. Ты знаешь, я удивлен, что ты слышал, а мне вообще похер, я не слышал его послание. Я прочитал повестки, о чем он говорил, там ничего особенного не было. М. Вот и все. А ты слушаешь, да, такие вещи? Мне интересен Казахстан. Да. Я думаю, переезжать не нужно, может быть. Поэтому я пытаюсь понять, куда я перееду. Мгм. Окей. Ну, а ты почему его так по нему говоришь? Не поддерживаешь его, что ли? Как я говорю, Ну вот, типа не слушаешь его. я не слушаю его, я не слушаю никого. Я вообще политику не смотрю. М. Но при этом, понимаешь, когда новость достойная, она дойдет до меня, даже если я не буду ее слушать. Понятно. Да. А А, поэтому а здесь, короче, не было ничего такого из равномерный извне, да? идешь, равномерный, что в Казахстане, что в России, что в любой стране, поэтому я это не слушаю. Если новость достойная, она сама до меня дойдет. Все. Вот и все. М. Хороший подход. Ну, это подход. Новость должна быть меня достойной. Это нет, дело не в этом абсолютно. Если она что-то меняет в жизни людей, Мгм. то она по-любому дойдет до человека. Ну правильно, вот это вот послание президента, оно что там, ничего по сути не меняет, правильно? Ну, да, по Все тезисам то я же самое, все это было уже. Как не бы. меняет, да. Ну, там про какие-то дивиденды, что-то там про Ну, проценты. да. Но Вся это, та же, вся это та же фигня. Но это не то, чего, наверное, в Казахстане люди ждали, правильно? После январских событий. ну, как тебе сказать, ожидали. По идее, люди вообще ничего не ожидали. Не, ну, вроде бы я встречал много казахов, которые вот поддерживали Тукаева и говорили, типа, вот, сейчас, ему просто раньше не давали, там, ему там, вот, Ну, Назарбаев, там, он 3 года там ничего не мог делать, а сейчас он все сделает, он нам пообещал, сейчас будут ну, осенью реформы, то все, короче. смотри, такая, у него первые реформы были неплохие после январских событий. Сейчас он вторые хочет реформы ввести. Какие реформы? Ну, я тебе скажу, какие. Он перекрыл кислород Самрук-Казана. Знаешь, что такое? Мгм. Слышал. Да. Не, ну это же не реформа. А что это? Но это похоже просто на передел какой-то. Это реформа, это когда Это какие-то новые законы кардинальные принимают. я Когда тебе что-то систему меняют кардинально. А какую-то компанию, там, в чем какая-то реформа.
Окей, еще раз повторю, это законодательно. Он ограничил тот беспредел по закупу, по объявлению тендеров Мгм. законодательно. Как Окей? он это ограничен? Законом. Ну, что он сделал? Почему он сейчас такой закон принял, что теперь это нельзя будет, а почему раньше такой закон нельзя было принять? Потому что раньше был не Тукаев. Мгм. То есть ты думаешь, Токаев теперь этот закон принял, и оно теперь все нормально будет, потому что нужно было вот этот закон Все просто нормально не принять, и все? будет сразу, но это дало первую волну тому беспределу, который был. Ну, то есть просто бумажка, нужна была бумажка, и в этой бумажке он что-то Надо было, написал, получается, и теперь этого беспредела не будет. ты меня не слышишь, да? Я не могу понять. Я тебе говорю, что нужна была воля президента страны. Мгм. Ага, я тебе сказал. Что еще тебе Ну, сказать? воля президента, ну, он разобрался, Да, сам рук. разобрал. Ну, и это что, реформа, что ли? Да. Все. Что это все? Ну, Что блин, ну все, больше ничего нету, я имею в виду, там целые январские события в были. твоем голосе У какая-то... вас там 20 тысяч террористов было. Ну, их не было. Россия ввела войска. В смысле, ввела. Что ты хочешь этим сказать? Россия прислала войска к вам в Казахстан. Слава. А? Подожди, давай по ступенькам. Мы до прислала войска дойдем. Я тебе объяснил первые реформы. Ты их обесцениваешь. Ну и чё? Чё за хуйня? Я тебе объяснил, что полетели головы. Ты знаешь, Сата Балда, его присанули. Ты знаешь, Карим Масимов, его присянули. Тебе какие еще факты нужны, я не понял. Ты с чем хочешь сравнить? С Россией? Скажи, что в Нет. России происходит. Нет, я не с Россией хочу сравнить. Я Ну, хочу понять, Казахстан в нормальную сторону двигается или нет, если я туда перееду. хорошо, я тебе скажу, что Ну, ненормально. 20 тысяч террористов. Хорошо, я Россия тебе, прислала хорошо. в свои войска. Это Те, первый раз которые такое в доводы истории я тебе было. Ты привожу, мне они говоришь хуже, про чем в какой-то... России? Да, ты мне говоришь про какой-то Самрук. В смысле какой-то? Я тебя Какой-то спросил, ты Самрук, знаешь? ты мне Ты какую-то сказал, про я какую-то знаю. компанию, и это типа капец какие-то реформы. Самрук это то же самое, что примерно Газпром, нефтегаз, что у вас есть, вот это вот то же самое. Ну хорошо, но это все равно не тянет на большие изменения, На понимаешь? что не тянет? Для тебя не тянет? Да, Ну тогда не приезжай, в чем проблема? Ты меня спросил про реформы, я что, тебя уговаривать должен? Не приезжай, блядь. Ты же, ты меня спрашиваешь, я тебе рассказываю, и ты мне говоришь, ну и чё, ну и чё. нет, Хуй в очко, не приезжай ну просто вот и все. какие-нибудь еще эти, Ну не что-нибудь. приезжай, все. Если тебя это не устраивает, то, что я сказал, все, забудь про Ты на Казахстан. выборах будешь за Тукаева голосовать? Нет, Нет? я на выборы А вообще не хожу. а, почему? А за кого голосовать? За Тукаева, что ли? Ну блин, ты его только что сейчас защищал. В смысле защищал? Ты меня спросил, что он делал. Что Ты он его сделал? защищал, ты сказал, вот он хорошую реформу провел в начале. И вот Где тут там это было рассказал. слово «хорошее»? Ты сказал, хорошую реформу в начале Бля, ты провел. еще маленький. Ты меня спросил, что он сделал. Я тебе сказал, что он сделал. Хоть раз я тебе сказал, что он хороший, плохой. Ты сказал, он хорошую реформу в начале провел. Бля, давай. Ладно, слушай, с таким подходом, как ты подходишь, ты меня спрашиваешь, и меня же хочешь в чем-то подловить. А что хорошего? Да иди ты нахуй, такой гражданин не нужен Казахстану, как ты.
Иди, России, довольствуйся, все. Такой гражданин, Типа такой уговори гражданин, меня, как ты, не нужен подожди, Казахстану, мне кажется, знаешь, понимаешь? типа уговори меня, чтобы я приехал в Казахстан. Иди нахуй, и все. Нет, я не собираюсь, чтобы ты меня уговаривал. Я говорю, Ну, я скорее тебе всего, это рассказываю, ты меня спросил, что он такой сделал? гражданин, как ты, Казахстану не нужен. Понимаешь? Ну, я здесь живу, а ты не живешь. Ты никто, ты гражданин России. Так что не нужно говорить об этом. А ты хочешь сюда и меня спрашиваешь, какие реформы? Я тебе по полочкам говорю. По Я ни каким разу не полочкам ты хвалил мне Токаева. одну сказал Ни разу Токаева про не саму. хвалил. Я тебе сказал, что он сделал. Ты меня спросил, будешь голосовать за Токаева? Я сказал, нет. Где я хвалю Токаева? Ладно. Тебя уговаривать никто не будет. Да нахер ты нужен. Потом можно вот отмотать и переслушать. Говорил он про хорошую реформу или нет. Свою дочку отдал в русскую школу, там сидит, все. По-моему, с ним все понятно. Если человек хамит россиянам, это еще не значит, что у него какие-то там хорошие, правильные взгляды. Вот правильно говорят, да. Хамству научился. Вот кого-то сильно напоминаю. Все увидели? Если увидели, обязательно распространите среди жильцов вашего ЖЭКа, как вы это любите.